Маш Дуал, Сахамсар Нокус. Здравствуйте, мои дорогие друзья, с вами снова Лейла, и вы на канале Как-то так у Лейлы. Мои дорогие, хочу поздравить всех мусульман со святым праздником Ураза Байрам. Хочу пожелать вам всем здоровья, мира и благополучия. Сахамсар Нокусти, Марху Абл Худшин, Хигяхалу Мялях Язюль, Дехка Даста Еды Яха Шарамяр Шуашат. Шуан Бизрж, Шудизрж, Могжмяш Волжих Бабле Мархибот, Кентердолуш Игрхах Аз, Эрси Адла Алра. Мои дорогие, извините, что я немножко с опозданием вас поздравляю. Снимаю третий день. На сегодняшний день снимаю, наверное, 15-й дубль, но никак не получается. Ну вот как-то так, мои дорогие. Вчера просто готовилась. Вчера готовила все. В основном все блюда были приготовлены только вчера. Утром у нас, немножко расскажу вам о празднике нашем, да. Утром все мужчины идут на праздничную молитву в мечеть, на Ид. Потом в основном все едут на кладбище, и потом только приходят гости. Первая половина дня более-менее бывает спокойно, поэтому вчера я оставила в основном всю готовку на вчера, на первый день. Не стала заблаговременно готовить. Вчера вот готовила, пока приготовила, пока стол накрыла, пока потом в кухне убрала все это, и уже начали гости приходить, и никак не получалось снять ролик. Детки приходили вчера, очень много детей было, и сегодня детки приходили. Вот такой вот действительно очень светлый, очень хороший праздник, который... Раньше-то это был праздник такой, что часто еще телефоны, мы созваниваемся, мы, по крайней мере, если даже не видимся, то созваниваемся, списываемся. А раньше же не было этого, и поэтому в год один раз только виделись, в год один раз только приезжали некоторые люди. Некоторые родственники виделись только на этот праздник, поэтому он был такой вот действительно такой вот очень дорогой праздник, хотя он и сейчас очень дорогой. Вот как-то так, мои дорогие. И это действительно был любимый праздник моей мамы, первый праздник без мамы. Это очень сложно. Несколько роликов у меня, несколько дублей у меня пропало из-за того, что я не могла даже это высказать, но сейчас мне более-менее легче, потому что это все прошло в этих дублях, и плакала, и не могла говорить. Действительно, к маме приезжали дальние родственники, которые действительно приезжают только в год один раз. И обычно приезжают, дают денежку у нас пожилым людям, если вот пожилой человек в доме, то парни обязательно дают денежку пожилым. Так, зарядка кончилась, вроде бы на телефоне закончилась. И они... вот так у нас заведено, если есть в доме пожилой человек, то обязательно дают денежку. Маленьким деткам дают денежку. Я просто сейчас объясняю, чтобы, кто не знает, какие у нас, именно у нас, у ингушей, какие обычаи, да, насчет этого праздника. И сейчас тронула розы, и смотрите, какой шикарный букет мне подарил мой сын. Первый раз в жизни мой сын подарил мне цветы. Вчера, когда я накрывала на стол, я говорю, Мадина оставила на столе эту вазу и цветы, которые подарила мне когда-то София. Кто со мной давно, наверное, помнит. Это моя подписчица, моя подруга. Я говорю, ой, нет, на этом столе не живые цветы, не смотрятся искусственные цветы. Было бы хорошо, если бы были живые. И представляете, он вчера мне их привез. Мне так было действительно приятно. И я осталась на этот раз и без тортика на праздник. И как-то я, по-моему, по телефону общалась. Я ему не говорила. Наверное, он услышал, что я по телефону кому-то говорю, что у меня нет торта. И торт мне привез. Так что вот так вот. Меня вот Я еще говорю, вот все, я говорю, вы же не любите поздравлять на 8 марта, вы не любите поздравлять на Новый год. Вот поздравляйте на Рамадан, привозите мне вот такие цветы, я не откажусь. Вот так мы немножко вчера и повеселились. Вот так вот, друзья. Так, что у нас? Еще что? Вот сегодня второй день уже почти идет к завершению. Еще завтра будут приходить мужчины. А уже на четвертый день уже будем разъезжать мы, женщины, поздравлять родственников, больных навещать. Вот, я хочу тоже поехать к сестре, поехать к многим моим родственникам хочу поехать. И, скорее всего, сегодня тоже. Я только что звонил сын и говорит, давай попозже вечером я тебя повезу к своим родным. Теперь я после этого поставлю немножечко обзор моего стола. Вот как-то так. Мяшда лучше. Давай начнем.
очередные малыши.